на территории Сухумской крепости. Это место, с которого начинался наш город. Здесь очень много интересного и очень много артефактов. И о них нам сегодня здесь и расскажут. Крепость – свидетель многих событий. Да. И, к сожалению, и события очень трагедийные для истории абхазского народа. Вот мы сейчас идем, подходим к тюрьме. В самом начале 20 века здесь была устроена тюрьма. Территория крепости была перегорожена. Вот. И вот здесь, в этой части, вот мы вот сейчас видим остатки этой тюрьмы. Довольно-таки интересные. Кладка, кирпичи старые, все. Но вот здесь дворилось не совсем хорошие вещи вот, в истории абхазского народа. Очень многие здесь я помню, один раз пригласил я писателя Чумахуба. И он много рассказал. Он говорил о том, что вспомнил о том, что отец рассказал, отец его здесь сидел. А друг Акоба говорил о том, что его близкий родственник здесь когда сидел. Но это было в 20 веке, в первой половине 20 века, начиная с 1905 года. Здесь вот сидели большевики-революционеры, ну, в том числе известный Орджоникидзе. Вот. А затем уже, по всей видимости, 30-е годы он был использован, когда у нас мы истребляли абхазскую интеллигенцию. Вот. И вот здесь у нас, то есть эта тюрьма осталась, не разрушенная. По всей видимости, придет время, мы как-нибудь вернемся к этому, по всей видимости, в музее вполне возможно будет сделать. Попытки есть облагородить его, эту стену, вы вот видите, общественные организации вот здесь отремонтировали 2 зала и проводят здесь вот довольно-таки интересные. Ну, сейчас это стало очень модным в развалинах. В развалинах, да, в развалинах. Ну, по крайней мере, закрыли часть. Закрыли, это очень хорошо, он не разрушается. Да. Да. Давайте зайдем, и вы нам скажете по поводу, вот все-таки кладка интересна, если вы что-то можете нам сказать по поводу кладки. Кладка очень интересная, и из рваного, известняковых камней. Вот видно, по всей видимости, это камин. Вот видите, вот это камин. Да. Старые кирпичи. По всей видимости, они использовали обычный рваный камень, такой же камень, который использовался во время строительства турками. И, по всей видимости, использовали они из тех старых стен тоже. Вот эти строительные материалы старые, и свое надстроили. Это даже да, очень часто это делается. Это одно, мы же такие люди. Одно разрушаем, строим другое. Да и у нас сейчас тоже, к сожалению, мы же в городе видим из старого кирпича разрушаем квартал, разбираем кирпичи и строим новые дома. И в то время тоже так же сделали, по всей видимости, когда строили эту тюрьму. Такой длинный коридор для вот этих узников, куда их водили. Это камеры. Это, по всей видимости, камеры, да, такие. Были большие, малые, маленькие.
Олег Николаевич, вот я вижу, ваши студенты подошли уже. Расскажите нам немножко, чем они здесь занимаются. Ну, сейчас скажу. Прежде чем сказать, чем они занимаются, вы знаете, все знаете, студенты уже знают наши о том, что работа археолога состоит из нескольких этапов. То есть главный первый этап – это раскопки. Мгм. То есть нам нужно выкопать то, что под землей, Да. и потом их помыть, потом уже вот шифровать. Вот вы видите, вот здесь надписи с какого, вот именно с какого Раскопа. сектора, глубина, с какого раскопа, с какого сектора и так далее, что это и так далее. А затем уже их моем, промываем эти, затем уже в лабораторных вот таких условиях художник зарисовывает. Вот. А зимой уже археолог сидит и пишет уже статьи, отчеты, расшифровывает. И вот это все, я же говорил о том, что каждое лето у нас археологическая практика, и все, что здесь вы видите, это выкопали студенты, промыли его, и вот один ящик не промытый, вот надо будет прийти Альбине помыть. Вот. Так что Но всё это материал, да, здесь, на да, все территории это, Сухумской да, крепости. это этого года, это летом. Ну, вот, Летом это понимаете, вот такое обилие говорит да. о том, что здесь А жизнь масштабы кипела. раскопок были небольшие в этом году, не так уж много мы работали, около месяца работали, но это же остатки жизнедеятельности людей. Это керамика, вроде бы она, для них это керамика, которая поломалась, они выбросили, осталась после них, а для них это артефакт очень важный. Конечно. Очень важный, как и остальные все артефакты. А керамика, это она сопутствовала все время, начиная с неолита, когда они придумали, древние люди придумали эпоху неолита, это в 6 тысячелетии до нашей эры. И после этого все всегда сопутствовала керамика, потому что это самый такой интересный и удобный материал для изготовления посуды. Этим люди пользовались. Тут встречаются довольно-таки разные. Вот, например, вот это, вот видите, такой пифос. Это довольно-таки большой пифос для хранения сыпучих и, возможно, каких-то, и, возможно, и для вина тоже. Тоже может Да, быть. вполне возможно, да. А вот наличие стекла. Наличие уже- стекла, да, это очень интересно. Вот стекло, это мы же в этом году еще в верхних слоях копаем, но это стекло более древнее. Но слои перемешаны. Здесь и жили после этого очень долго, годы жили, и в советское время здесь люди вообще жили здесь. И оно из перемешанного слоя. Это очень интересное стекло, и мы, конечно, будем его обрабатывать. И встречается так называемая поливная керамика. Вот смотрите, вот это вот, поливы покрывали. И рисунки вот здесь, смотрите, вот, Да. очень, да, поливы. Это в Средневековье, вот, начиная с 9 века, и позднее Средневековье. Очень интересные, вот смотрите, вот такие, с такими этими узорами. Да. Да. Мы покрывали поливы для удобства. Оно и встречается вот такое довольно-таки много. Все эти черепки активное свидетельство того, что... Да, активная жизнедеятельность, конечно. Жизнедеятельность, Да, да. конечно, да. А если есть такая возможность, склеиваем их. Вот. Очень часто тоже бывает такое. А встречаются ли фрагменты с какими-то надписями? С узорами, с орнаментом, да. Встречается с надписями отдельные буквы. Очень часто мы встречаем на амфорах отдельные буквы, заглавные буквы. Это как клеймо Так, такое. клеймо. Клеймо тоже встречается отдельно. Эти буквы вполне возможно, что человек специально делали, например, для рыбы какую-то посуду это делали. А там вполне возможно, что первая заглавная буква названия рыбы на греческом языке. Ага. К сожалению, не на абхазском языке. Все понятно. Абхазцы сразу перешли на хрусталь. Да, да. А вот это вот что-то очень интересное. Очень интересно, да. Это очень интересно. Вот, смотрите. Это в прошлом году был найден здесь. Вот. Диск какой-то, да? Диск. Это, по всей видимости,
крышка. Ну, представьте себе крышка, вот она, мы пытаемся его восстановить, довольно-таки большого Размера. большого размера, большого сосуда. А другой такой же, фактически, с такими же узорами, вот смотрите. Вот Да. человек изготовил эту крышку перед обжигом, взял вот так, руками сделал, абсолютно вроде бы ничего, руками сделал, а тут красивый такой узор получился. И такой же узор здесь тоже, но уже поменьше. А вот здесь, в этом ящике, мы видим так называемая краснолаковая керамика. Вот смотрите, он покрыт лаком, красным лаком он покрыт. Вот. Это уже такая парадная, можно сказать, посуда. Вот. То есть по керамике можно даже определить благосостояние граждан. Конечно, конечно, конечно. Вот с красным лаком это была редкая посуда. Скорее всего, зажиточных людей, да? Скорее всего, зажиточная, да. Да. Олег Худович, а вот очень интересный артефакт. Что Очень интересный артефакт. Камень. Камень это все-таки терочник. Это все, Скорее всего. вот все, терочник, Агатя. вот так. Вспомните, видели, наверное, когда бабушки наши делали вот так, проводили. Самого нет этого от замаха, вот это похоже, что это все-таки. Осталось. Да, осталось, да. Значит, здесь, на территории Сухумской крепости, вполне вероятно, что делали аджику. Могло быть? Или зерна какие-то перемалывали? Зерна перемалывали, по всей видимости. Но здесь встречаются зернотерки такого круглого уже типа, несколько десятков здесь. Это. Так что в раннее средневековье они здесь вот применяли очень широко и, по всей видимости, выращивали много злака в округе. Олег Худович, а вот это Это вот что? стоит. Нет, это нет. Это нет, Это современное. это не современно. Это так называемая марсельская черепица. Черепица. Да, да. Ах, вот она, знаменитая Да, да. марсельская черепица, Да, марсельская которую черепица. тоже обнаружили на Конечно, территории. да, на территории здесь. Но это уже Сухумской совсем молодой артефакт. это молодой. Да, да, конечно, более, должен сказать о том, что. Марсельская черепица. Да. Но в Сухуми многие дома были покрыты этой черепицей, так что и здесь тоже оказалось это. Говоря о светильниках, я хочу показать вам еще один светильник. Вот смотрите, светильник довольно-таки изящный, изготовленный, но он более позднего времени, чем вот первый чернолаковый. Ну, какого примерно времени? Ну, 3 века. 3 века До нашей эры. Нашей. Вот этот светильник, такой плошка, такой светильник, он древний. По всей видимости, он синхронен тому светильнику 6 века. Вот. Так что эти находки, они имеют важное значение для интерпретации других материалов, потому что эти светильники, вот такой светильник, он неизвестно какого времени, он 3 века, он довольно-таки часто встречается на других памятниках, культурных напластованиях. И это нам дает довольно-таки очень хорошую такую пищу для размышлений. Вот очень интересно, я же говорил о том, что крепость эта была построена, так называемая Сухумская крепость, построена турками. Вот. Турки любили курить. Курительные трубочки. И вот курительные трубочки. Довольно изящно изготовленные курительные трубочки. Вот смотрите, возьмите, пожалуйста, посмотрите более близко. Смотрите, как украшенные они такими. Она одна не похожа на другую. И вот вроде бы делал один мастер. Мы встречаем иногда вот клейма мастера. Но довольно-таки, вот смотрите, почти целая. Вот это почти целая, это курительная трубка. Их много в культурных слоях, которые относятся к верхним культурным, позднесредневековым культурным слоям. То есть слой, когда здесь находились турки. Вот. Так что у нас еще, давайте еще одну коробку, посмотрим, что здесь лежит. Вот очень интересная находка. Это перстень. Перстень печатка. Вот смотрите, найдено. Это древняя. Возможно, 6 века до нашей эры. Вот. Так что нам еще предстоит еще его обработать. Олег Николаевич, а вот перед нами прям целый кувшин. Вот целый кувшин, да, это очень интересный кувшин.
Но кувшин, вот смотрите, такой, какой он, смотрите, с каким орнаментом. Вот с таким вот, смотрите, выкупленным таким орнаментом. И вот. Такой кувшин-то второй у нас кувшин уже. Вот, еще в прошлые годы был найден один кувшин такого же типа. И это позднее средневекового времени. Я вот, хочу сказать о том, что здесь есть и слои позднее средневековое времени. Так что он относится к позднему средневековому слою. Довольно-таки интересная вот подвеска. Вот подвеска, ключ, по всей видимости, похож. Но с антропоморфным таким изображением фигуры, да, с фигурой, да. Явно. Да, это бронзовая такая интересная. Ну вот, ну буквально сегодня вот студенты наши нашли вот такой фрагмент стекла. В стекле все вот это сосуда, но это очень сейчас сложно сказать. В принципе, это сегодняшнего дня находка. Но довольно-таки интересная. Давайте, видите, как с такими ручками. С фигурными какими-то ручками. По всей видимости, мы будем потом более подробно его изучать. И возможно, мы будем знать, что это за стекло. Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, для наших телезрителей. Все находки после обработки, датировки, потом дальнейшая их судьба. Находки, все находки после, в принципе, по положению, есть у нас положение выработанное, археолог, который нашел, то есть находки археолога, он имеет право работать над ним какое-то время. Затем он обязан сдавать в музей. Ну, понятно, что музей не принимает все, что мы находим. Вот обломки керамики, все, у них такой возможности нет. Но они отбирают то, что они считают нужным для музея, и потом наши находки из Сухумской крепости, несколько находок уже в экспозиции музея нашего государства уже есть. И вот той светильник, который я говорил, Аркадий Иванович давно ждет. Давно ждет, но я... Что он придет к нему да, к нему придет, но я имею еще право работать над ним. Затем, конечно, мы передадим это в музей. Какие-то материалы у нас есть свой музей на историческом факультете университета. Какие-то материалы мы там тоже выставляем. Спасибо вам огромное за ваш необыкновенный труд, который знакомит нас с историей нашего народа. Олег Николаевич, что копают здесь наши студенты? У нас в рамках археологической практики каждое лето студенты первого курса проходят практику здесь. Вот. И то, что вот сейчас студенты, это они уже второго курса, но мы просто пришли доделать то, что мы не успели, расчищают какие-то находки, которые, возможно, остались. Вот. Это раскоп 2 лет. За 2 года мы вот скопали, студентами раскопано, представьте себе, лопатами, кисточками очищены эти. И вот очень интересно, наверное, вы увидели о том, что здесь у нас лежат ядра. Да, ядра от пушек это. Кстати, вот эти все ядра, около 120 штук, найдены именно вот здесь. Именно вот здесь мы даже назвали арсенальное здесь вот это. Здесь было какое-то помещение, где находились эти ядра. Это пушечные ядра разных калибров. Ну, крепостью они оборонялись, и вот пушки были, пушек нет их. Ну, пушки, потому что это ценные, самое ценное, наверное, по всей видимости, пушки. Вот. И остались ядра от них. Здесь мы видим остатки построек. Остатки построек, и должен сказать о том, что довольно-таки древних. По всей видимости, византийского времени.
византийского времени, по кладке, Это по материалу. 6 века. Да, 6-7 век, может быть, 5-6 даже, может быть, век нашей эры. Вот. И здесь найдено очень интересное помещение. Пока сложно говорить, что это за помещение. Такое округленное. Вы вот видите, длинное такое, вот там длинное. Она заканчивается округлением. Сложно сказать, что за помещение. Но вот стены, вот видите, пожалуйста, смотрите, стена, которая пробита, разломана. Да. Вот. Это мы в прошлом году мы нашли здесь, на этом разломе лежали эти огромные пушки, которые были найдены здесь. Может, это пробито специально для них? Специально для них, потому что, по всей видимости, контекст такой, вот с ребятами, историками я говорили о том, что в самом где-то 50-е годы, помните, во время русско-турецкой войны, есть источник о том, что русские стояли здесь, оставили крепость, и даже Михаил помог эвакуировать их в сторону Грузии. И по всем местам отступая, решили эти крупнокалиберные пушки спрятать. Они пробили эту стену, древнюю стену, и оказались, спрятали их. Но мы в прошлом году нашли, как уже артефакт, очень интересный. Это пушки очень интересные. Это крупнокалиберные, даже не пушки, а называют бомбометы. Потому что 270 миллиметров, это довольно-таки крупный такой, разрывающие были снаряды. Это береговая, так называемая пушка, их здесь два. И по всей видимости две пушки такие, две пушки были вполне достаточно были для оборонять эту крепость. Там есть надпись, где изготовлено. Изготовлено в 1853 году на Урале, в городке Каменское. В 1953 году он был изготовлен, а в 1956 году уже эти пушки здесь. Я сейчас скажу, это тяжелые пушки. Они весят, одна пушка весит 400 пудов. Это около 7 тонн. Около 7 тонн. И привезли, довольно-таки быстро привезли, потому что, наверное, русский император или царизм считал очень важным эта крепость, защита этой крепости. Но, к сожалению, вот им пришлось оставить эту крепость. В абхазской историографии неоднозначная, да. Потому что недовольны были абхазцы, что местные с ними были недовольны, то, что вот русские войска оставили эту крепость, а затем взяли турки. Ну, помещение, вот так, если смотришь на него, конечно, оно было, можно сказать, что жилым оно было? Конечно, конечно, жилым. Это мы видим, по всей видимости, фундаменты. Фундаменты. Сложно сказать, какие были стены. Этажи. Да, этажи какие были. Возможно, деревянные. Вполне возможно, потому что кирпичей здесь больше мы не находим. Мы зато находим черепицу находим, довольно-таки интересные. Хотя вот я говорю о деревянных помещениях, но черепица, в принципе, черепицы покрывали довольно-таки монументальные помещения, каменные помещения. И вполне возможно, это были каменные помещения и покрывали черепицей. Николаевич, вот это, вот, как я поняла, восточная сторона Сухумской крепости, но здесь уже копали давно, да. Судя по всему. То есть, как сказал выше, здесь восточная часть, эта часть разрабатывали или проводили раскопки студенты Абхазского государственного университета. Уже более 20 лет. Вот здесь вот видите, такая глубокая яма. Но она уже засыпана. Мы углубились на глубину 2 метра 70 сантиметров. То, что вы сейчас видите, это остатки византийского времени, квартал. Здесь жили люди. Почему я говорю византийского времени? Потому что в одном из помещений у порога мы нашли монету византийского времени, Юстиниана Великого. То есть это показатель того, что человек, который там жил, потерял монету. Он потерял, а для нас это была очень такая большая
находка. Кстати, здесь очень много монет, которые свидетельствуют о том, что жители древнего Севастополя византийского времени, они имели довольно-таки оживленные связи с другими странами. Ну, что касается Византии, понятно, что у нас всегда была связь. Вот здесь на переднем плане мы видим колодец. Ну, по всей видимости, колодец более позднего времени. Колодец очень глубокий, то есть 5 метров глубины. Мы расчистили его, очень хорошая, вкусная вода. До сих пор. До сих пор. А мы иногда пользуемся летом водой, которую оттуда мы берем для мытья. Здесь мы видим такой большой квартал. Квартал с помещениями. Вот одно помещение, второе помещение, третье большое помещение. И там чуть дальше еще прямоугольное одно помещение. Так что в дальнейшем мы будем расширяться, и вся картина будет видна. Спасибо большое за очень такую интересную, познавательную очень лекцию для нашей молодежи, которая проходит мимо Сухумской крепости. И, конечно же, они должны знать, какое великолепное место, знаковое место. Ну, мы для этого тоже должны делать. Ну, это ваша передача, конечно, призвана, конечно, к этому, чтобы молодежь знала свою историю. Вот. Но в то же время нам надо бы благоустроить это. Благоустроить, я имею в виду, у нас давнишняя мечта здесь устроить музей под открытым небом. Это было бы просто великолепно, если все было бы обнажено, таблички с датировками и так далее. Я думаю, это было бы самое посещаемое место в Абхазии. Ну, конечно. Крепость, она является доминантом вообще всего Сухума, центра Сухума. Будем надеяться, что наша мечта сбудется, воплотим в жизнь мы или же другое поколение наше. Спасибо большое.